Массовое туристическое движение в Абхазии началось с создания общества пролетарского туризма в 1921 году. С 1929-го Интурист включил Абхазию в число объектов посещения иностранных туристов и зарубежных рабочих делегаций. Санаторно-курортное строительство активно начало развиваться в 1932-1940 годах. В период 60-х и 80-х годов в республике произошел туристический взрыв. В эксплуатацию было введено 59 объектов туризма. Это более 15 тысяч койко-мест. К 1980 году Сухум посетила более 60 тысяч туристов из 25 стран, а в порту побывало 35 круизных судов. По состоянию на 1975 год в СССР имелось свыше 350 всесоюзных и свыше 6 тысяч плановых местных туристических маршрутов. Целый ряд из них проходили по территории Абхазии. Уже к началу 90-х годов в Абхазии функционировало 125 объектов туризма с общим количеством более 40 тысяч койко-мест. А затем турсфера республики перешла к одному из самых трудных кризисных моментов в своей истории. В 1992 году грузинские войска вторглись на территорию Абхазии. С окончанием Отечественной войны вся экономика и туристическое хозяйство в республике пришли в упадок. Понимая важность туристского сектора, после войны первым президентом Владиславом Ардзенбо был подписан указ о создании госоргана, регулирующего туристическую деятельность. Сложно себе представить, при каких условиях подписывался указ первым президентом Абхазии Владиславом Ардзенбо. Это был 1994 год. И честь и хвала тем людям, которые тогда принимали законы и подписывали столь важные документы. В 2005 году был образован комитет по курортам и туризму Абхазии. В 2015 он был преобразован в Министерство туризма. С каждым годом туристическая отрасль республики развивается. Сегодня количество койко-мест в Абхазии 53 699, а это значит, что результат превысил показатели довоенного времени. С 2020 по 2024 годы коечный фонд республики увеличился практически в 2 раза. Количество объектов в 2020 году составили 425, а в 2024 их стало 1227. Растут налоговые отчисления. Так, в прошлом году в бюджет республики от туристической деятельности поступило 1 миллиард 354 миллиона 648 тысяч рублей. В 2024 году сложно было представить, хотя я уверен, люди того времени, которые решали судьбу нашего народа, конечно, мечтали, но это были такие очень амбициозные планы, что когда-нибудь туризм вообще будет в Абхазии. Их старания, прежде всего, жертва абхазского народа, лучших людей Абхазии, которые свою жизнь отдали за нашу родину, увенчалась безусловным успехом. Мы сегодня имеем молодое государство со своими сложностями, молодыми болезнями, но факт остается фактом. Я не думаю, что в 1994 году мы могли предположить, что через 30 лет мы сможем побить рекорд советского периода по количеству койко-мест, что мы сможем принимать гостей более 1,5 миллиона, что у нас будут строиться достаточно серьезные отели. В рамках торжественного мероприятия исполняющий обязанности министра Теймураз Хейшба вручил нагрудные знаки за вклад в развитие туризма в республике Абхазия. Всего нагрудными знаками Министерства туризма будут награждены 73 работника туристической сферы. Спасибо большое, что отметили. Большое спасибо за эту награду. Служу Республике Абхазия. Аида Лакирбаев Кристина Анзорова. Это награда, которая сегодня получена нами, да? Это первая награда, которая оценивает наш туризм. И за годы нашей работы совместно, я считаю, что каждый внес свой вклад в развитие туризма. И в сравнении с прошлыми годами туризм развивается все больше и больше и становится лучше
комфортнее, и уровень жизни, и уровень сервиса, соответственно, больше. Хочу поблагодарить весь наш коллектив, который был всегда с нами вместе. Отдельно огромное спасибо вам, Тимур Владимирович, это внимание и большая благодарность от нас всех. Ежегодно в республику посещают более 1 миллиона туристов. С 2020 по 2024 годы фиксируется рост турпотока. В прошлом году Абхазию посетили 1 миллион 400 человек. За неполный 2020 год 1 миллион 327 тысяч человек. В этот период были заключены договоры о сотрудничестве со многими регионами и городами России: Санкт-Петербургом, Калугой, Крымом, Башкортостаном, Республикой Беларусь и Казахстаном. Для туристов созданы десятки экскурсионных маршрутов по самым живописным местам республики. Открываются новые объекты размещения и питания и многое другое. Ведь туризм можно считать той сферой экономики, которая охватывает почти все направления. Гугуца Вардания, Камила Джопо, Абхазское телевидение.